Объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющее международное значение в связи с текущей вспышкой новой коронавирусной инфекции. Эти слова облетели весь мир. В начале 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила новую коронавирусную инфекцию пандемией, то есть заболеванием, которое может распространяться стремительно и охватить весь мир. Первые случаи инфицирования были выявлены в китайском Ухане. Специалисты ВОЗ призвали граждан во всем мире соблюдать карантин. Давайте использовать возможность, чтобы активно вкладывать в профилактику в борьбе с вирусом и не допустить его дальнейшего распространения. Так пусто сейчас выглядят улицы Германии. Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря. Кроме того, с 5 января в округах, где на протяжении 7 дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тысяч человек, действует ужесточение, которые предполагают сокращение радиуса перемещений без наличия уважительной причины. Ограничения для розничных сетей и ресторанов продлены. Встречи возможны только с одним, не проживающим в том же доме человеком. Детские сады и школы останутся закрытыми минимум до 31 января. Несмотря на все сложности, люди относятся к этому с пониманием и стараются соблюдать меры предосторожности. Если в районе заболеваемости в течение недели будет зафиксировано более 200 новых случаев COVID-19, в расчете на 100 тысяч населения будут приниматься дополнительные меры, такие как ограничение радиуса передвижения 15 километров от места жительства, если на то нет веской причины. Веская причина – это, например, посещение врача или рабочего места. Недавно в Англии объявили об ужесточении карантинных мер. И это уже в 3-й раз с начала пандемии. Сейчас в стране действует повышенный 4-й уровень ограничений. Это связано с большим ростом заболеваемости в республике и выявлением нового штамма вируса, который на 50–70% более заразен. Послушайте, все вирусы постоянно мутируют. В действительности люди постоянно мутируют, но мы размножаемся каждые 25 лет. Вирусы размножаются каждые несколько минут, и постоянно появляются варианты. Этот новый вариант очень быстрый. Он распространяется за счет своей способности передаваться и становится доминирующим видом. Он превосходит все остальные с точки зрения передачи. Сейчас жесткие ограничения введены и в Голландии. Несмотря на локдаун, действующий с середины декабря, количество случаев инфицирования коронавирусом в Нидерландах практически не снижается. В последнюю неделю декабря оно составило 760 человек на 100 тысяч населения. Чрезвычайные меры принимают в столице и 3 префектурах Японии. Уровень инфицирования в стране сейчас самый высокий с начала пандемии. В режиме локдауна живет Израиль. Усиливает ограничения Испания. Жесткий карантин продолжает действовать в Чехии. С 5 января локдаун в законодательном порядке введен на всей материковой части Шотландии. Причина ужесточения ограничений – рост случаев заражения COVID-19. 3-й по счету жесткий локдаун был введен в Австрии с 26 декабря. В стране не работают магазины, за исключением продуктовых и продающих товары первой необходимости. Закрыты рестораны, предприятия, сфера услуг и культурные учреждения. Школы и другие учебные заведения переведены в режим онлайн. Во Франции с 8 вечера до 6 утра действует комендантский час. Со всех, кто вышел на улицу встречать праздники и не смог оправдать причину нарушения, были взысканы штрафы на сумму от 135 евро за первое нарушение до 3750 евро за повторное нарушение. Однако, несмотря на такие жесткие меры, люди в этих странах относятся к ограничениям с пониманием. Акцент в карантине сделан на сознательность граждан, боясь за себя и своих близких. Если бы в этом не было необходимости, я не думаю, что они сделали бы это, поверь мне. Итак, что мы можем сделать? Я имею в виду, что больницы полны людей с коронавирусом. Он действительно существует. И да, мне это не нравится. Я действительно ненавижу его. Но что мы можем сделать? Знаешь, я думаю, именно так мы и пройдем через это. На улице не встретишься, потому что становится холоднее. Ходить в гости не разрешается. Я скучаю по моим друзьям. Мне не хватает наших вечеринок. Я не смогу поехать к моей бабушке на Рождество. Моя семья не сможет к ней приехать. Бабушка будет одна, и справиться с этим всем так трудно.
По словам медиков из разных стран, система здравоохранения во многих государствах не справляется с пандемией, поэтому соблюдение карантина обязательно. Нашим врачам сложнее вдвойне, учитывая нехватку медперсонала. Однако они все же стараются помочь и борются за каждую жизнь. Между тем, число заболевших COVID-19 в Абхазии растет. Многие, сдав накануне анализ на коронавирус, выходят на прогулку с друзьями, заражая всех подряд. Несмотря на ужесточение ограничений, в отличие от многих государств, у нас есть хотя бы возможность выйти на улицу, пусть даже и в средствах защиты. По словам специалистов, еще не поздно взять ситуацию под контроль, только если каждый будет стараться соблюдать меры предосторожности. Лишь в этом случае можно сократить рост заболеваемости, не объявляя локдаун. Гугуца Вардания, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.